В Крыму ситуация примерно такая же, как в СССР, но немножко хуже. Вы считаете, что хуже, да? Хуже, потому что там такие вещи, которые при советской власти не было. Ну, например, при советской власти, даже при Сталине, тайных выкрадываний и убийств не было. Была процедура убийства. Обыски совершенно по-другому проходили. В этих масках на пол всех такого не было. Приходили, говорили, вот... То есть дайте... Путин где-то усовершенствовал даже вот эту репрессивную машину? Это не усовершенствование, это наоборот какая-то деградация. Деградация, да? И у него в основном стратегия направлена на то, чтобы вызвать страх. И во-вторых, это уже, кстати, многие наши активисты отмечают, неуклонная такая вот попытка вызвать ответную реакцию, чтобы дать повод для массовых репрессий. Пока этому ему не удается. Но наши соотечественники все-таки с опытом знают, что к чему, и поэтому... Но не исключается. Вот, например, перехваченный нами недавно секретный документ, правда, 3-летней давности, он датирован, по-моему, 20 каким-то апреля 2015 года. Там речь идет о секретном плане в отношении ФСБ в отношении крымских татар. Так там, ну, говорится, проводить массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрация, задержание. И есть очень такое гнусное такое предложение с целью оказания психоэмоционального воздействия на меджлисы, региональный высший представительный орган, следует радикализировать, активизировать радикально настроенные крымским татарам патриотические организации, то есть русские фашистские организации натравить. Ну, сценарий понятно. Они будут их натравливать на крымских татар, вызовут какие-то эксцессы, может быть, связанные с кровопролитием. Это даст основание для массовых репрессий. Виновными, конечно, уже заранее известно, кого они объявят. И по меджлису крымско-татарского народа прямо идет предписание объявить его экстремистской, исламистской вообще самой интересной организацией. Вот такая стратегия. Что